Стране не нужна идеология. Это понятие в такой формулировке для одних участников Конституционного совещания попахивает фашизмом, для других – коммунизмом. Что будет вместо нее, пока не ясно. А вот по Курултаю предложений все больше. Многие юристы настаивают, что раз его, наконец, закрепляют в Конституции, то это должен быть самостоятельный орган власти. И вот по Курултаю-то спустя несколько дней работы Констсовета идут немалые разногласия. Шумные разговоры идут по поводу того, должен ли Народный Курултай как гарант справедливости и власти в стране быть включен в систему управления общественного и политического строя. Другие выступают против подачи Курултая как какого-то уникального института прямой демократии, созданного и существующего только лишь у кыргызского народа. Здесь пытались формулировку провести, что вот, значит, уникальный институт только, значит, вот наших кочевых народов, нашей Средней Азии или там кыргызов, этнический такой институт. Но тоже очень важно помнить, что, допустим, такой присущий институты прямой демократии, они присущи другим народам и в древности, и в современном мире. Мы будем говорить про новгородское вече, допустим, или там афинскую демократию. Никто не возражает, чтобы Курултай он как-то был, он и в нынешней конституции он присутствует. И пусть он даже, вот, если раз в год там 2200 человек будут собираться, тоже возражений нету. Каши маслом не испортишь. Параллельно с этим заседанием проходило обсуждение прав, свобод и обязанностей граждан на одноименной секции. Экспертам предстоит рассмотреть более 30 статей, содержащихся в действующей и в предложенной Конституции. Тщательно изучить каждый из пунктов, ведь все они о самом главном – правах кыргызстанцев. Пока известно, что все ранее прописанные в Конституции права планируется дифференцировать по нескольким направлениям, например, культурные, социальные, политические и экономические. Где-то сейчас 32-33 статей касаются прав и свобод человека-гражданина. Но я думаю, сейчас мы предложим намного больше статей, намного больше норм. Рассматривалась норма о том, что если должностное лицо государственного органа или органа местного самоуправления своими действиями или своим решением нанес ущерб гражданину, то, соответственно, государство обязано возместить этот ущерб. Мы включили и учли эти положения старых тех предыдущих конституций. Например, касаясь это свободу передвижения, свободу въезда-выезда, свободу выражения мнений. Мы пишем, да, каждый имеет право свободного выезда за границу, но при этом оговариваем, в отдельных случаях право свободного выезда за границу может быть на основании закона ограничено. Если у правоведов заседание прошло без особой полемики, возникающие вопросы быстро растолковывались в соответствии с международным правом и оглядкой на конституции других стран, то в секции по вопросам органов государственной власти эксперты не смогли решить один из первых вопросов повестки. Как правильно должна называться должность вице-премьер-министра в случае, если премьера ликвидируют, а главой исполнительной власти станет президент страны. Кто-то посчитал, что оставить прежнее название вполне приемлемо, ведь министерство и министры существовать не прекращают. Другие сказали, что логичнее было бы использовать формулировку «заместитель». Поскольку президент одновременно является главой правительства, то, значит, слово, сам термин премьер-министр сейчас уже не входит в этот проект. Стало быть, тогда и понятие вице-премьер-министра тоже не должно входить. Да? Вот, значит, сейчас предлагается вариант «заместитель» президента, значит, по линии кыргызского правительства. Если сейчас мы как-то пристроим вот это понятие «народный Курултай», наверное, мы на следующей неделе, может быть, или через неделю уже в окончательном варианте найдем те нужные слова и термины, которые будут обозначать права и обязанности всех этих должностей. Все это обсуждение, напомним, проходит в залах Академии наук. Здесь сегодня звучат предложения об обязывании граждан участвовать в выборах, о том, какое право будет у кыргызстанцев на национальную идентификацию, а еще возможность возвращения смертной казни. Рассматриваемые вопросы и пункты основного закона принципиально важны. Они определят то, как в дальнейшем будут жить кыргызстанцы. В этой связи, считает большинство представителей Конституционного совещания, работать стоит внимательно, ответственно и не спеша. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.